Утро начинается в 6 утра, без 10:06. Звонит будильник. Я его переставляю на 15 минут позже, чтобы чуть-чуть поспать. И потом говорю: «Здравствуй, Бог». Батюшка так говорил: «Делай. Слава тебе, показавшему нам свет». А сам думаешь: Господи, помилуй, так где-нибудь зарыться и не вставать. 2 же человека живет, и плохой, и такой маленький, но хороший, но совсем маленький. Очень многое зависит от той жизни, которую ты жил до монастыря. Тяжело было оставить. У меня было в этом плане все очень хорошо. Я парикмахер по профессии. Моя работа мне очень нравилась, я очень любила. Я хорошо зарабатывала. И могла устроить, ну это по-человечески, как мне казалось тогда, жизнь свою нормально. Но это только по-человечески. И, конечно, проживаешь революцию. Я проживала революцию. Вот многие сестры говорят, что у них такого не было. У меня такое было. Трудно было, да. Потому что видишь, видишь очень много по-человечески. Видишь, что ты не соответствуешь. Все твое существо видит, что ты не сможешь. Если у человека жизнь была такая цельная, человек как-то не коснулся сильно греха какого-то такого серьезного, то и жизнь в монастыре, она другая. А когда ты коснулся чего-то плохого, то от этого очень много надо уже потом очищаться и, наверное, и страдать, и отмучиться надо. Ну, грех, он не уходит просто так. Почему святые отцы пишут: «Дай кровь, прими дух». Чтобы усвоилось что-то хорошее, ну вот я вижу, например, во мне надо это отстрадать. Согрешить легко, вот принять грех, там что-то сделать, а мучиться потом от этого надо годы. Меня очень сильно повредило 2 моих поступка в жизни до монастыря. Не было на это причины никакой, но чтобы так сделать, но я сделала это. У меня было 2 попытки к самоубийству. То есть я не видела никакого выхода в 2 периодах своей жизни. Один это раз был, это 16 лет, второй раз это 17 лет. И вот после этих 2 поступков очень многое я потеряла. Я проживаю период такой борьбы. А может быть, даже не всегда борьбы, а такого, падения, наверное. Ну и в этом падении надо смириться, что ты такой. Но тогда ты нуждаешься в Боге. Если ты сильный и правильный, то ты в Боге не будешь нуждаться просто. Это очень больно, на самом деле. Я, например, очень благодарна там мать Марфе и батюшке, что они понимают. Вот батюшку, например, я почему благодарна? Потому что у него нет каких-то шаблонов. Он старается на всех смотреть, вот сестер больше 100. Вот у одного, например, действительно была там цельная жизнь такая, да? Человек там не коснулся греха, и она у него цельная в монастыре. А другой искалеченный, и ему надо много времени, чтобы... А может, он вообще не восстановится, но он будет к этому стремиться, и в этом стремлении он уйдет к Богу, и я думаю, что Господь помилует такого человека и простит. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, и никому тебе живу, но Тебе нашему Владыце и Благодетелю, и так, от Его жития и святой надежды живота вечного, здесь насущный, достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, ибо есть истинное желание и неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий,
Аминь. Братьев около 140-150 попадают как... Ой, по-разному попадают. Очень многие люди знают об этом месте, особенно в тюрьмах. Человек освобождается. Вот, я беседы с ними провожу об исповеди, о причастии. И вот человек как бы, ну, вот отсидел, он бывает большой срок, и он все теряет, да. Либо родственники все забирают, продают, и он остается без дома, без квартиры, без ничего. Ему надо куда-то идти. И вот говорят, есть такое подворье. Вот и люди приходят. Многие приходят и даже не понимают, куда они пришли. Думают, что это или лагерь какой-то, или пансионат, или тоже как продолжение тюрьмы какой-то. Так бывает. Но по-разному. Я долгий период времени сидел в тюрьме. И когда я вернулся домой, мне открыли дверь совсем другие люди. Хотя я вернулся, будем говорить так, в свою семью, к своему ребенку. Ну, увы, все поменялось. Просто я, наверное, недостоин был, что постоянно меня надо ждать. И неизвестно, что со мной будет завтра. Батюшка никому не отказывает. Никому не отказывает. Все имеют возможность прийти и начать жизнь сначала с Богом. Здесь есть труд, молитва, келья, еда. Все есть для жизни. Итак, греховность не может быть в общении со святостью. И это подтверждается всей жизнью человеческого рода. Иуда, предатель, не воспринял божественной любви, допустил в свое сердце греховность. А греховность не могла уже пребывать на тайной вечере. Нам, подворским, будем говорить так, трудникам, много дают монахи, которые живут рядом с нами. Только порой мы сами заблуждаемся, что они нам хотят дать. Мы путаемся. Вот это самое страшное, когда человек себя запутывает и заходит в такой жизненный тупик. 7 человек на подворье у нас трудится сестер. Но я не знаю, как другие с братьями. Я так точно не справляюсь. Потому что надо с любовью, надо с терпением, надо понуждать себя видеть человека, почувствовать его, душу. А это бывает очень редко, потому что себя жалеешь, потому что это больно. Это больно. Но эта боль, она спасительная, ее надо терпеть, принимать и благодарить Бога за нее. Я просто на самом деле не понимал эту жизнь подворья. Только с годами начинаешь понимать и оценивать. Всегда я пытался в жизни искать какую-то правду. То есть с многими вещами я был не согласен, не понимал просто. Когда живешь здесь, начинаешь понимать духовность. Вообще, что я за человек? Для чего я предназначен? Опять же, даже если и перезимует человек, вот он пришел, некуда идти, да, все равно он приходит на исповедь, да, он соединяется с Богом, он причащается. И когда человек причащается, исповедуется, в нем уже живет Бог, и Бог жизнь человека, он меняет. Он ему открывает глаза на какие-то вещи. Человек может это увидеть, а может сказать, это я это не вижу, и мне это место вот не близко. А может действительно открыть, и человек увидит, что это его дом. Потом яблок принесу вам. Наберем вам яблок побольше. Молодцы, набирайте сил. Зимой этого ничего не будет уже. Да? Пойдем. Пошли. Идем со мной. Пойдем. Пойдем. Вот она, моя семья. Вот. А мне больше ничего не надо. Они меня понимают. С ними проще, чем с людьми. Братьев остается, ну, может быть, меньшее количество, но остаются навсегда. Для многих это дом. Они здесь живут. Это место для них дорого.
они и соответствующие трудятся, и относятся. Пошли, 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 пошли. Монах – это ангел вообще. Он должен иметь ангельскую жизнь. Должен каким-то, я не знаю, мизинцем быть на земле, а все остальное на небе, жить небом. Ну разве я могу сказать, что у меня есть такая жизнь? У меня ее пока нету, я пока ползаю, и вокруг только милость Божья. Если бы ее не было, то ничего бы не было. Встречают меня мои друзья, малыш, лисичка. Даже когда только начинал строиться монастырь, рассказывали сестры первые. Еще даже ничего не было, уже подкидывали живот. Как многие приходят. А я Богу. Мне вот подкинули, а я Богу вернул. Выбрано это место для всего живого, чтобы оно не бегало бесхозным таким, замерзало. Временное просто место для животных, которые ищут хозяев и свой постоянный дом. Чтобы люди приезжали, отдохнули, подышали святым воздухом, пообщались с животными. Мне кажется, когда человек вот как-то пообщается, сразу как-то легче становится. Потому что животные, они же безгрешные. Они очень четко исполняют то, что им Господь дал. Какие законы, инстинкты. В отличие от человека, которому дана свобода. Ну, посмотрите. Попробуй что-нибудь поставить. А ну-ка, отдай. Куда пошел? Все время таскала бездомных котят, прятала их под кроватью, под софой. Бабушка их все время выкидывала, ругалась на меня. Говорила: котиная мама. Пошли. В собачью будку попала. Идем. Пошли быстрее. Тебе много вкусного, плавников сейчас дадут. Тарахтит сразу. И тарахтит сразу, да? Пошли. Вот такая. Любит на плече сидеть. Пойдем, тебе плавничков дадут. Там братья рыбку почистили. И братья, слава Богу, помогают. И идеи какие-то есть. Ну, теплым будет нормально. Помыть, ну, не новый. Ну, пойдет такой. Стоп. Просто примерим, потом вытащим, отрежем. Пускай до завтра полежит, немножко уляжется. А завтра плинтусуем, и все. Красота. Вы так хотели? Ну да, мне кажется, как раз то, что нужно. И помыть, Да, помыть, и почистить, и что хочешь. да, этот обогреватель и все. Я просто оживаю, когда я им пытаюсь помочь, когда я вижу, что они живут с людьми, что они радуют людей. Братьев очень много приходит на место, где животные, общаются с ними, говорят, что им легче становится от общения с животными. Наркотики. Сам по себе я никогда не справлюсь. Хочется оно периодически всегда. Тут и мама Божия меня охраняет, и Господь, и я, и Сергея Радовического прошу, всегда молю с ним. И ангелу-хранителю, и мама духовная, и мать Ивана. Ну, тут много матушек. Просто если бы не их нетерпение, я им столько тут крови попил, и я... Тут нет с легкими судьбами людей. Мне кажется, у каждого человека своя судьба, и есть какая-то тяжесть, и скорби, и трудности какие-то. Но здесь люди, да, ну, непростая жизнь была, да. Ну, за себя только могу сказать. Просто пока я здесь, со мной ничего не случится плохого. Такое состояние, оно бывает переменчиво. Вот как бы сейчас вот хорошо, завтра, сегодня хорошо. Потом такой какой-то момент наступает, что хочется просто
поехать и по полной программе так оторваться. Ну а сам понимаешь, что это потом смерть будет. Не каждый человек приходит к тому, что надо идти к Богу. Многие проживают протесты, в нем заканчивают жизнь. Они все-таки, если пришли, значит, они тянутся к Богу. Человек меняется. А там, где, опять же, совершается служба, причастие, где совершается бескровная жертва, где человек соединяется с Богом, ну не может человек не меняться. Я никогда не думал, что просто какое-то доброе дело может приносить радость. Никогда не думал. А вот сейчас, ну просто что-то делаю. Там, я выпиваю чай свой любимый. Вот, и иду добрые дела делать. А я буду есть конфету. Или ты? Ты будешь? Ой, как вкусно. Ой, вообще. От нее исходит какая-то, я не знаю, теплота, доброта, любовь такая. Не сыгранная, а такая вот именно искренняя. Хороших людей очень много, но они редко встречаются. Так вот здесь как раз то место, где они встречаются чаще. Юра, он такой всегда был какой-то светлый человек, блаженный какой-то такой. Услышал, как поет хор на вечерней службе. И Бога попросил, чтобы мне тоже. Я пою. 40 лет, я открестился в 40. Послушание, пасека, пение. Очень хорошая жизнь. Я все эти светские карьеры я уже проходил успешно. Размазанные понятия, вообще нечем внутри жить. Ложь в семейной жизни. Что это за жизнь семейная? Монастырь – это не сравнить вообще с уровнем светской жизни. Я для этого родился. Я знаю, что я на своем месте. Это точно. Сердце чисто содержи мне Божий Дух прав обновил утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего сатага не отыми от меня. У меня работает сейчас из интерната 2 человека постоянно. А Игорек вот этот вот, это первый пастух. Вот. Сердце у него такое, переживающее такое. Господь ему дал такое дерзновение, понимание, что можно взять ответственность за несколько человек, которые с интерната, и взять их, чтобы они трудились, там были. Юра, ты не мог бы поставить, там матушка Иоанна тебя хотела угостить, оставила тебе. Она переживала. Да. На тебе еще. Она любительница. На, положи ей. Она меня вчера виноградом угощала. Спасибо. Это мать Иоанне, спасибо. В этот же мешок. Ну, спасибо, что помогли. Не за что. Будем друг другу помогать. Хорошо. Так должны жить. Конечно. Очень много помогает людей, поэтому много им лета за это. Дай Бог им, чтобы в семьях и везде у них было хорошо. Господь им помогал, потому что очень много людей, потому что я без помощи их, волонтеров, просто людей, просто вот, которые не безразличны, которые увидели, отозвались, позвонили. Очень много людей. Вот это для котов. Да-да-да, хорошо. А я сейчас россыпь ее. Это просто он не подписан. На развес, да-да. Это да. маленький. Да. Я потом фломастером напишу. Лисичка, зай. Ванька, может, поможешь? В храм мы заходим там и рассказываю. У нас очень красивые фрески, у нас очень красивый храм. Пусть маленький такой, но он такой теплый, уютный. И люди, вот находясь здесь, тем более помолясь в храме, они сами говорят, что мы уезжаем вот с другим настроением, с таким миром, хватает какое-то время этого заряда. Мне кажется, это очень важно. Это главное, что человек идет к Богу. Что вот животные, вот кажется животные, ну как они могут, связь какая-то. А вот именно через животных человек вот попадает к нам на подворье.
Он первый раз, может быть, заходит в храм, да? Он первый раз прикладывается к иконе. У него появляется желание исповедоваться, причаститься. Ну, это ж вот как раз они стали причиной этому. Мне кажется, это большое дело. Даже здесь Господь промышляет. Ну, разве это не чудо? Храм, вот сам храм, да, это не просто как бы стены. Это корабль вообще считается, да, на котором люди, находящиеся, да, и кормчий их Христос. И вот они плывут в этом бушующем море, которое проглатывает многих людей просто живьем, и люди гибнут. А вот храм – это как раз тот корабль, на котором люди спасаются. Поэтому наши братья, вот, они как раз-таки очень прямо это познают, к чему приводит жизнь без Бога. Человек начинает болеть какой-то из страстей очень сильно, понимая уже даже умом, что это плохо. Не может от этого без Божьей помощи отказаться от этого. Вот поэтому и Акафист мы вместе читаем, поэтому утром и вечером молитва, поэтому и крестный ход, который имеет образ такого шествия в Царствие Небесное, да? Поэтому чин прощения. Вот к человеку очень трудно подойти, вот конфликт какой-то случился, что-то случилось. Ты к нему не подойдешь, скажешь, не скажешь, ну, прости меня, пожалуйста, да? Очень трудно. А есть вот в церкви такой обычай, да? Чин прощения. Плохо ты не сделал, плохо, ко всем подошел, попросил прощения. И уже на душе легче. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Скажите, есть ли у вас мечта? Если есть, то какая? Их много. Ну, наверное, чтобы мы так жили, чтобы дарили друг другу не смерть, а жизнь. Ну, чтобы вот можно было жить в радости уже здесь. Потому что жизнь вот делает друг другу больно как-то. Ну, я не знаю вообще, как это можно жить так. Чтобы человек так как-то так видел себя, чтобы не делал другому больно. Наверное, так. Опять же, чтобы так человек жил, чтобы... так он как-то поворачивался к Богу, чтобы он мог сподобиться быть с Богом, а не в аду. Да, чтобы райского, Божьего в человеке становилось больше. Вот если это будет, мне кажется, тогда будет все. Тогда и никто никому мешать не будет, ни люди друг другу, ни животные кому-то, ни еще что-то. Вот если так будет, то будет совсем все по-другому.